Торжество открылось красочным обрядом сбора подарков, который под гармонь и веселые песни провели участники ансамбля «Умурзая». На праздник собралось немало гостей, не только жители близлежащих домов, но и все, кому дороги традиции татарской культуры. Этот проект помог укрепить дружественные отношения между соседями. Первое мероприятие, значит, мы проверили сценические способности наших жильцов. Второе мероприятие – это кулинарные способности проверили. Сегодня завершающий итог. И я надеюсь, что мы сдружили вот этих наших соседей, и они надолго запомнят вот наше сегодняшнее мероприятие. И спасибо нашим партнерам, естественно. Они бы без них это мероприятие не получилось бы. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Эти мероприятия сближают соседей многоквартирных домов. Вы узнаете друг друга ближе, дружите. Я желаю, чтобы вечерний Сабантуй прошел весело. Особое внимание в рамках проекта уделялось выявлению самых активных и инициативных жителей. Специальная комиссия в течение месяца оценивала благоустройство палисадников и работу домкомов. Финальный вечер состоялось долгожданное награждение победителей. Обладатели самых красивых палисадников, самые поющие хлебосольные соседи, отличные домкомы получили награды. Среди них Венера Муратханова, жительница дома номер 28 по улице Гагарина, занявшая призовое место сразу в 2 номинациях. Возле дома выращиваем цветы, поливаем, создаем красоту для людей. Мы очень дружны с соседями. И татары, и русские, и чуваши всегда вместе. Собираемся на чаепитие, ходим друг к другу в гости. Партнеры республиканского конкурса «Куршефест» были отмечены благодарственными письмами руководства района, а по условиям конкурса созвездие Нурлата подарило самым активным подъездам новые скамейки и шахматные столы. Почетная табличка с логотипом «Куршефест» «Самый дружный дом» украсит фасад дома номер 28 по улице Гагарина. Конечно, это же гордость, это значит наш дом самый дружный, а на самом деле так небольшое, есть, потому что и в городе, и в горе, и в радости, и везде всегда мы вместе, особенно вот наши активисты нас объединяют, нам дают бодрость, несмотря на свой возраст, преклонно, они очень активные, и здесь все стараются брать пример. И только члены общественной организации, но еще и волонтеры. Для гостей праздника работали разнообразные интерактивные площадки. Любители интеллектуальных игр смогли принять участие в шахматно-шашечном турнире, а на мастер-классе все желающие учились лепить традиционные татарские эшпичмаки. Для юных нурлатцев были организованы анимационные программы и народные игры. Заряд хорошего настроения участникам придавало выступление специального гостя из Санкт-Петербурга. Вот просто во дворе собрались с соседями, познакомились, кто с кем не знаком, чай попили, попели, потанцевали, дети поиграли. Это же здорово. Я думаю, что таких праздников должно быть больше, и здорово, что такой фестиваль есть. Участники Сабантуя с удовольствием подпевали артистам, пускались в пляс и наслаждались душевной атмосферой. Согреться и пообщаться можно было за чашкой ароматного травяного чая из самовара от фонда «Все для победы Нурлат». Расходиться никто не спешил. Этот проект стал настоящим мостом дружбы, который объединил соседей еще крепче. Айгуль Сергеева, Вячеслав Харченко, Вести Нурлата.